Это Милан Мураталиев. В гостях у меня Аймджан Алмазбекова. Все креативщики страны объединились. 36 локаций по всей стране. Вот то, что сейчас происходит, это просто космос. Такие мурашки. Какая ваша роль была в зачатии парка креативных индустрий? С ноги зашла, такое как бы второе дыхание этому все придала. Получилось на самом деле то, что не получается у других. Тьфу-тьфу, наверное, да, нужно постучать. Хотим вкладывать любовь, энергию, силу для того, чтобы развивать именно эту страну. Год я была в Штатах. Зачем мне это Америка? Мне нужно в Кыргызстан, там классно. Скажите, кто для вас Джаратманы? Это вот человек, который всегда делает экстра. Я считаю каждого кыргызстанца Джаратманом. Всем привет, ребята! Это Милан Мураталиев. У нас здесь марафон подкастов. В гостях у меня Аймджан Алмазбекова, замдиректора Компас колледжа по учебной работе, Все по верно. учебной части. По учебной работе, по учебной части, все верно. Все И варианты член верны. наблюдательного совета парка креативных индустрий. Да, так точно. Добро пожаловать. Давайте Спасибо начнем. большое, спасибо. Поздравляю всех нас с этим замечательным праздником. 2 дня, все креативщики страны объединились и празднуют. Очень классно. Да, у нас сейчас в городе идет в 3 локациях, насколько я помню, да? Подкаст именно? Нет, не подкасты, сам фестиваль. 36 локаций. 36 локаций. 36 локаций по всей стране, и даже к нам подключились Узбекистан. То есть наши коллеги из Узбекистана решили поддержать, потому что вообще по указу ООН 21 апреля Всемирный день креативности, поэтому в эти дни проводится. Да. Я, знаете, хотел бы начать с такой темы. Наверное, лет 10 или 20 назад вы мечтали, каким будет Кыргызстан вот в это время, ну, в 24-м году или в 25-м году. Расскажите, о чем вы мечтали и каким он стал сейчас для вас? Это классный вопрос, потому что 10 лет — это именно та цифра, которую я озвучу своим студентам. У меня вот студенты здесь есть на бэкстейдже, и дадут мне соврать, да, что я говорю студентам, я свою вот, да, вот свой вклад в ваше развитие оценю через 10 лет. Если откатить в моем кейсе 10 лет назад, мне было 24, я закончила университет и мечтала открыть такой коворкинг для дизайнеров одежды, ремесленников, да, там, для всех, кто связан так или иначе с тем, что-то делать руками. То есть я мечтала о том, чтобы прям вот было такое красивое место, потому что у всех легпром, швейные цеха ассоциируются с чем-то таким, да, подвалы, там, не знаю, там, окраины города, какие-то, да, некрасивые места, потому что нам тоже приходилось во время учебы практику проходить в таких местах, да, то есть в швейных цехах. Сейчас, конечно, картина поменялась, слава богу, да, но тогда я мечтала о том, чтобы открыть коворкинг для дизайнеров одежды. Мы тогда не получилось открыть коворкинг для дизайнеров, но я осуществила свою мечту. Мы с моей подругой, тогда еще не подругой, но это фотограф, она вернулась из Чехии, Аджара Шабданова вернулась из Чехии, и мы совместно с ней сделали классную коллаборацию, открыли дизайн-студию ателье и фото-видеостудию, первую в своем роде тогда, в 2014 году. Тогда не было вообще фотостудии в Бишкеке. В Бишкеке не знают, что такое циклорама. Это сейчас все, да, зеленка, там так столько продакшн так сильно развился. 10 лет назад мы открывали первую студию на магистрали с первой циклорамой. То есть мы сами по ночам ее белили, потому что люди не заклеивали скотчем, да, на съемки приходили. То есть это было классное время, когда мы себя находили в предпринимательстве, сами того не зная, занимались креативной экономикой, когда тогда еще не знали, что это такое. Вот я могу свой взгляд на это показать, потому что я помню, в 2010 году открывался вот этот цех. Помните цех? Лофт-цех, да. Лофт-цех, да. Типа. Мгм. И это было одно из таких событий, которое показало, что у нас может быть креативная индустрия, Да. может быть, скажем, такой коворкинг для дизайнеров, для творческих профессий. И для меня это было вау. Ну, то есть, например, я вспоминаю себя, например, в 2000 году. И если бы я вдруг пофантазировал бы, что у нас здесь будет такой фестиваль в 36 локациях, онлайн-трансляции подкастов, и вот недавно мы обсуждали с подкастером, у нас в Кыргызстане больше 30 подкастов. Вау! На маленький Кыргызстан больше Круто. 30 подкастов.
и все это смотрят. Ну, в смысле не так, что там Я подкаст смотрю. есть, и там Да, я 3-10. смотрю. Я супер преданный фанат кыргызского контента. Я всегда подписываюсь, ставлю лайки, колокольчики, пишу коммент, чтобы это продвигалось алгоритмами всегда. Спасибо большое, Да. спасибо большое. И, например, для меня с 2001 года вот то, что сейчас происходит, это просто космос. У нас есть вот Lights Creative, The Billions, это инфраструктура Ололо, у нас есть Компас колледж. Люди могут зарабатывать, не обязательно там на заводе работать, интеллектуально что-то придумать, продать сериалы, успех наших кыргызских фильмов в Казахстане в прокате. Достижение, что кыргызский фильм может обогнать «Дюну». Конечно. Вы же да. «Дюну» смотрели? Конечно, смотрела, да. Я был в шоке от качества «Дюны», вообще от повествования, от съемок, от всего. И при этом наш кыргызский фильм побеждает в прокате этот, ну это же реально достижение. Ну, это большой феномен. На самом деле, да, опять же, феномен вот этого духа креативности и свободы, этим задаются вопросом многие наши коллеги из центральноазиатских стран. Когда мы ездим на фестивали, вот форум, недавно мы ездили в Ташкент, да, у всех такой вопрос, да, почему вообще Кыргызстан выбрал да, стратегию развития, это креативную экономику, и почему мы такие креативщики из Кыргызстана, да, такие деятельные, там, дружные, и почему вообще у нас это получается. Это действительно труд наших, да, предпринимателей. Очень много факторов, которые в синергии, да, дали нам вот такой вот дух свободы творчества, да, креативности. Это кочевой и образ жизни ответственности, тоже, в том да? числе, да, это тоже отпечатки. То есть вот это все в комплексе дает вот это вот, да, дух креативности, который мы сегодня имеем. Почему такой фестиваль, например, существует? Я вот только что была на церемонии открытия фестиваля в Ололо Планете, и там вот как раз они сделали видео, вот про ООН, ребята вообще супер молодцы, такие мурашки, просто вот 4 года фестиваля, и такие просто это... Даже 4 года назад мы не думали, что сегодня мы будем вот этой вот, да, диссонанс. Поэтому очень важно отрефлектировать, дать себе, да, отдать должное, потому что тогда у нас, мы даже о таком мечтать не могли. О таком мы даже не знали. 10 лет назад я не знала, что есть такая креативная экономика. Мы просто делали, потому что нам казалось это правильным. Мы открыли, да, под одной крышей фото-видеостудию и ателье. И это почему наша студия тогда выстрелила, Вонт, да, потому что как раз-таки вот в любой съемке всегда необходимо где-то приутюжить, где-то подшить, подколоть, да, где-то там, не знаю, какие-то сделать, да, господи, бэкстейдж-фон какой-то сделать. Поэтому к нам мы приходили, да, за тем, что вот это было в коллаборации. Нам никто тогда не сказал, да, что вот сделайте в коллаборации студию, да, и у вас выстрелит. Мы просто, да, таким опытным путем поняли, что оказывается вот такой тандем он возможен. В этом году фестиваль проходит под названием «Джаратман Кыргызстан». Скажите, кто для вас Джаратман? Это что означает для вас это слово? Кто эти люди? Относите ли вы себя к джаратманам? Для меня, когда я говорю джаратман, это такое прям очень твердое, устойчивое, классное, вдохновляющее слово. Это такой титул, наверное, да, который нужно с гордостью нести. Я считаю каждого кыргызстанца джаратманом. Вот даже когда мы делали ребрендинг лого ассоциации, да, там, если вы заметите в логотипе Ассоциации креативных индустрий, все лучики, да, они олицетворяют все 7 регионов нашей страны, да, и один такой выделяющийся, это всегда человек, который не хочет идти, да, вот ему всегда вот ему что-то вот хочется сделать экстра. Это вот человек, который всегда делает экстра. Вот ему поставили задачу, он не довольствуется тем, что вот только, да, каким-то объемом, он всегда делает экстра. Это мы с вами, вот мы обсуждали утром, да, что нас никто с вами не заставлял там в субботу прийти и записывать там подкасты, там, да, делать, там, никто не заставлял все там Lights Creative взять на себя, да, такой вот впервые в Кыргызстане такой, да, проект, это колоссальный труд, да, то есть люди, да, там, ночами не спят, там, да, вот вся съемочная команда, группа, продюсеры, никто их не заставлял, это все экстра сверх того, что им положено делать по работе. И это люди, которые вот, да, всегда понимают, что вот кто, если не они. Вот для меня это вот такой человек джаратман. И в целом я считаю, что большая часть в Кыргызстане, я думаю, это джаратманы. Мы всегда хотим экстра. Мы всегда хотим, да, поэтому и предпринимательство развивается, поэтому креативный сектор развивается. И мы такие, не успокоимся, пока вот этого не добьемся своего. Круто, круто. Ну, это здоровые амбиции нашего народа, который толкает нас на какие-то очень большие свершения, на какой-то успех. И у меня был вот такой вопрос.
Как вы попали вот в эту всю движуху? Какая ваша роль была как бы как в зачатии парка креативных индустрий? Началось все просто с форума Creative Central Asia, который проходил под эгидой Британского совета. Вообще термин «креативная экономика» в целом появился в Великобритании, да, в 1998 году. И вот, да, это как раз-таки, это был форум, классический форум, да, где собираются, да, вот, в принципе, как один из многих, да, но у этого форума получилось на самом деле то, что не получается у других, да, вылиться в устойчивую такую сетку, которая сейчас по всем странам Центральной Азии. В 2017 году он проходил в Астане. Большая, крупная, классная делегация с Кыргызстана была представлена, и Данияр Аманалиев делал презентацию про креативный сектор Кыргызстана. Он ее опубликовал потом на своем канале, я почитала, и там были все перечисленные секторы экономики, кроме модной индустрии. И 2017 год, я там дизайнер одежды с амбициями того, что у меня есть и студия, у меня 2 бренда, я экспортирую очень активно там в Россию. И для меня это было обидно, что нет сектора моды, легпрома, ремесленников, да, в презентации. Я такая дерзкая, взяла контакты Данияра Аманалиева там, да, или там личку, там можно написать в Телеграме, написала в личку вот такое огромное сообщение, сейчас только проверила, 2018 год, написала: здравствуйте, представилась как положено, говорю, почему нет, вот, мне обидно, я как вот да, представитель этой индустрии, что ее нет. И Данияр тогда очень так тактично ответил, да, понимая, наверное, мой такой юношеский максимализм где-то, что, наверное, это в меру неосведомленности или действительно не было таких больших, да, каких-то моментов с точки зрения креатива, потому что легпром, да, и дизайнеры — это одно, там легпром как сектор — это другой сектор экономики. И вот так вот наше с ним знакомство завязалось, и он начал вовлекать, то есть меня как представителя. То есть это показательно что, да, то есть если, ну, там, да, вашего сектора нет, это не ошибка того человека, который делает презентацию, это ошибка вашего сектора, что вы недостаточно проявляетесь, да. И вот я начала представлять сектор модной индустрии. В следующий год мы попали уже в Ташкенте. Мы ездили в Ташкент с моей коллегой Иганыш Абдразаковой. Была классная поездка, мы супер тоже, да, вдохновились, мы презентовали там свою платформу на тот момент центральноазиатских дизайнеров, это был такой маркетплейс первым в своем роде. Мы сделали рабочую группу, которая разрабатывала дорожную карту. Потом случился ковид, вы помните, и мы даже в ковид делали там зум-звонки, была разработана дорожная карта развития креативной экономики в Центральной Азии к 2026 году. Меня замотивировала сестра подать на стипендию Fulbright. Я подала, написала там эссе и выигрываю стипендию. Да. Параллельно еще выхожу замуж. И вот, в общем, такой ковидный год был, он супер такой, да, такой life-changing в моей жизни. И поэтому такой переломный момент на самом деле. И я уезжаю в Штаты делать магистратуру по стипендии Fulbright. Год я была в Штатах, и как раз я помню 2021 год. На тот момент я ухожу из соцсетей, но потом, когда возвращаюсь в соцсети, я смотрю, просто открываю Инстаграм, и везде ассоциация креативных индустрий создается. Компас колледж открывается. Тоскую по дому, по мужу, по семье, по друзьям, потому что вот, да, я не причастна к чему-то такому очень историческим важному событию, когда, в принципе, мы все вот, да, у истоков и были. И получилось так, что 21-22 год меня не было, и вот эта вся движуха, она заварилась, да, но по приезду уже в 23-м году мне все говорят, такая, с ноги зашла, такое как бы второе дыхание этому все придала, мы вступаем в ассоциацию креативных индустрий, на тот момент Компас колледж уже был членом ассоциации, я прихожу в Компас колледж преподавать как раз-таки, да, в эту экосистему креативной экономики и вот такой включать, да, то есть вот такая вот, если небольшая предыстория, но мне было жутко обидно. Я помню, я прям сидела дома, я такая, ну как вот они, да, без меня создают, мне было очень обидно, и я вот говорю, я прям просидела несколько дней дома, хотя вот мне писали мои подруги, успокаивали, говорят, ты что, ты в Нью-Йорке, да, тебе, наоборот, все завидуют, ты там такая. А мне казалось, что вот то, что я вот там учусь, а у меня там еще и экзамены же, да, вот там я сижу, файналсы пишу, да, а люди там просто там открывают, фестивали проводят, 2 фестиваля без меня провели. Я думаю, вот и все. Вот, говорю, зачем мне это Америка? Говорю, мне нужно в Кыргызстан. Говорю, мне нужно в Кыргызстан, там классно. Поэтому вот, это вот примерно такое ощущение у меня было.
Насчет парка креативных индустрий, он сейчас уже функционирует. Ну, просто для информации, для наших слушателей, для зрителей надо сказать, что он запустился, да, на данный момент? Да, да. Всех немного вводит в заблуждение, что вот мы каждый раз запускаем официальный запуск, да, но опять же, я вот объясняю и студентам своим, да и коллегам, что с государством взаимодействовать на самом деле, да, это колоссальный труд огромной команды, да, вот во главе с Даниаром Амналием, который там на протяжении уже почти 4 года ведут этот законопроект и уже сейчас притворяют. То есть, да, вот представьте, в какой стране на самом деле можно себе вообразить, что вы знаете человека, который там создает законы, который будет влиять на жизнь там всей страны, да, и поэтому то, что даже 4 года, там, из них там 2 мы ждем, это очень мало, это супер быстро мы сделали, что надо отдать должное, да, руководителям страны. Прям вот это действительно в этом плане, да, нужно хвалить, когда есть за что хвалить. Поэтому здесь руководство страны, и президент издал указ, и правительство потом, да, премьер-министр тоже был на открытии официальном. Здесь, конечно, они большие тоже молодцы. Спасибо им за поддержку. Парк креативных индустрий, сейчас уже мы выбрали директора Канышай Мамытова 4 апреля на заседании членов наблюдательного совета парка креативных индустрий. Она сразу же, да, не дожидаясь, на следующий день пошла регистрировать дирекцию. Первым резидентом парка креативных индустрий сама дирекция является. На сегодняшний день, благодаря поддержке Министерства юстиции, этот процесс тоже супер быстро прошел. Да? Вот у парка креативных индустрий на самом деле, да, это такой любимый ребенок, который вот всем помогает, потому что очень ждут. То есть на всех этапах все очень, да, наверное, да, нужно постучать, очень классно все проходит, и вот дирекция зарегистрирована, уже даже в налоговой на самом деле есть новые бланки, на сайте налоговой тоже уже есть, где вы можете отметить, да, особый специальный налоговый режим, и вот мы буквально уже ждем, да, на следующей неделе будет уже встреча с Минюстом, с налоговой, да, и уже для того, чтобы последние детали решить, и мы уже начнем регистрировать резидентов. Ассоциация креативных индустрий здесь подготовила очень большую почву, на самом деле, у нас уже есть лист ожидания, там, да, 44, по-моему, человека, кто заполнял форму, кто уже давно ждут, и здесь уже члены наблюдательного совета будут каждую заявку рассматривать и уже там утверждать. А сколько людей в наблюдательном совете? У нас 7 человек в наблюдательном совете, 5 человек из креативного сектора, 2 человека из государственного. Здесь Айнур Усимбековна, замминистра экономики, Эрнст Калдыбаев, он замминистра финансов. И 5 человек — это Данияр Аманалиев, Динара Руслан, Асхат Табалдиев, Чолпон Тинтиева. Я была избрана последним членом наблюдательного совета вместо Шамиля Ибрагимова, который взял самоотвод, потому что продолжает обучение сейчас в Штатах, в MIT, делает исследовательскую работу, насколько я знаю, совместно с парком высоких технологий как раз, да. Поэтому здесь это очень важно, потому что 5 человек из креативного сектора. Это было сделано по совету парка высоких технологий, да, о том, чтобы как раз-таки был такой баланс хороший для представителей разных секторов креативной экономики. И надо дать должное нашим, опять же, представителям государства. Мы ездили вот с Эрнстом Калдыбаевичем в Ташкент на форум «Креативная Центральная Азия». И все креативщики Казахстана, Узбекистана, они были просто в восторге от того, что, да, замминистра финансов страны участвовал во всех вот айсбрейкерах, там, да, мы там, то есть это же не формальный форум, конференция, да, то есть это действительно у нас было задание там, да, сделать креативную карту Ташкента, он наравне с нами участвовал, да, презентовал, и то есть они сказали: вау, Кыргызстан, вы супер крутые, если ваш замминистра финансов с вами вот так вот наравне, да, участвует во всем. То есть они были впечатлены. И надо отдать должное. Он вообще супер крутой. Мы никто онлайн не зачекинились. Он зачекинился первый. Мы такие еще. Думаю, мы такие, да, там прогрессивные, там креативщики, а онлайн не зачекинились. Он такой: а почему вы не зачекинились онлайн? Мы такие стоим на стойке регистрации. Поэтому здесь наши, конечно, да, чиновники в этом плане очень сильно поддерживают нас.
Несколько технических моментов по парку креативных индустрий. На какой срок избран наблюдательный совет и какие налоговые послабления? На 3 года избираются члены наблюдательного совета, потом будут переизбираться. Налоговые послабления. Первый год вместо 4% единого налога это 0,5%, следующий год 1%, и через год уже 2%, и на нем остановится. То есть он такой, да, дал такой увеличивающийся процент, 2% это будет максимальный. Но здесь, наверное, единый налог это не самое главное послабление с точки зрения здесь соцфонд. Это как раз-таки, почему это важно. В креативном секторе, в отличие от любого другого, например, да, очень большую часть прибыли жирают именно зарплаты сотрудников, потому что, например, условно, графический дизайнер, да, там, то есть, там, если вы маркетинговое агентство, то есть ваша, да, основная часть расходов это будут зарплаты. Для того, чтобы, да, всех по белу устроить в штат, это нужно платить огромные, да, социальные 37, выплаты. 37 с чем-то процентов. 37 с чем-то процентов, 27 где-то, в зависимости от количества работников, может быть и 12, но тем не менее, да, здесь послабление в соцфонде, сейчас не совру, но это около 2000 сомов, может быть, сейчас я точную цифру не вспомню, но тем не менее это самая выгодная часть именно, да, быть резидентом парка креативных индустрий, потому что как раз-таки, если у вас много сотрудников, да, и ваша основная часть статья расходов это зарплаты их, то здесь парк креативных индустрий очень поможет. И в отличие от парка высоких технологий, здесь нет критерия, чтобы вы экспортировали свои услуги. То есть многие IT-компании, например, и не попадают в парк высоких технологий, потому что они не сервисные, а продуктовые. Продуктовые на рынок Кыргызстана, да, и поэтому здесь с высокими зарплатами айтишников, да, и поэтому здесь для них, конечно, это очень-очень крутые условия. Классно, классно. Например, по вашему мнению, кого вы можете отметить из нашего креативного мира, из наших креативных индустрий, кто добился больших результатов и кого можно сказать представителем Кыргызстана креативной индустрии? Здесь, наверное, да, это такой, его назвать отцом креативной экономики Даниил Романалиев, да, на самом деле это человек без ложной скромности, это человек не только в Кыргызстане, он в целом в Центральноазиатском регионе, он единственный, кто состоит в Совете по креативной экономике, точно название сейчас не вспомню, в глобальном совете, да, то есть это единственный представитель стран СНГ, единственный русскоговорящий, да, эксперт, который обсуждают вопросы именно развития креативной экономики во всем мире. То есть и нам очень повезло, что это наш современник, да, это наш, да, соотечественник в Кыргызстане. Мы иногда, вот вы же говорим про обесценивание, мы забываем о том, что вот, да, вот такие люди, да, у нас есть такая роскошь, на каждодневной основе можно, да, там общаться, посоветоваться, да, спросить, да, что, как, да, где он может поделиться своими там знаниями, мудростью где-то и направить. И, безусловно, это он. Из больших таких людей, которые действительно тащат на своих плечах креативный сектор, это Назгуль Бакаева, это директор Ассоциации креативных индустрий. Она просто вот тоже столько делает, да, работы, которые не видно глазу на самом деле, да, и изо дня в день продолжает это делать, да, потому что большая заслуга ассоциации в том, что она вообще есть и до сих пор вот существует, да, и там больше 90 компаний. В 2018 году, когда вот тоже был форум, никто не мог себе представить, что вообще можно собрать такие разные индустрии в одной ассоциации. Потому что обычно ассоциации делаются там бизнес, да, какой-то один сектор. У них есть общая какая-то идея, да, и им легче. А здесь креативщики, они все разные. У нас есть и ремесленники, да, у нас есть там, да, образовательное учреждение Компас колледж, ОЛО как коворкинги, да, то есть там дизайнеры интерьера, графические дизайнеры. И у каждого своя адженда, да, у каждого своя повестка дня, у каждого свои интересы, да. Если говорить о больших таких джаратманах, да, которые представляют нашу страну, наверное, допустим, в Америке. У нас недавно в Компас колледже была лекция от Чингиза Джуманазарова, это CEO-основатель стартапа Кодив. И вот они со своей супругой Айзадой Марат, да, они действительно джаратманы, которые представляют интересы Кыргызстана в Америке.
я не знаю другого такого человека тоже в Штатах, который так горит, да, тем, чтобы Кыргызстан развивался и так сильно верит в светлое будущее страны, как они вдвоем. Это действительно люди, которые, в отличие от многих, да, кыргызстанцев, которые обрели себе, да, профессию, счастье в Штатах, да, и они спокойно живут своей в целом такой там, счастливой американской жизнью, да, эти люди, которые ставят себе челленджи, да, даже сейчас, там, развивая свои стартапы, они там, да, поддерживают наших там, да, фаундеров, делятся с ними знаниями, хотят, чтобы больше было стартаперов, и пробивают такие трейлблейзеры от центральноазиатского и кыргызстанского, да, там, IT-секторов в Штатах. Я хотел бы еще как бы для истории обозначить именно успехи. Ну, то есть вообще, кто, Да. кто на данный момент, кого мы считаем теми, кто, ну, кто добился действительно успеха именно в креативной индустрии. Ну, то есть The Billions мы все знаем. Конечно, да. Lights да, Creative тоже супер успешная студия, которая тоже на Ютубе, на детском контенте завязана. Кого вы еще не знаете, которых другие не знают? Вот, например, Make Use Of. Знаете, да, Make Use Make Of? Use Of знаю, конечно. Да, а вот многие не знают, Make что... Use Of, Айбек, вообще это супруг моей близкой подруги. Они самые незаметные айтишники, которые там, да, были айтишниками еще, когда все IT-сектор в нашей стране даже не развивался, да. То есть у них был супер круто успешный экзит из их там IT-стартапов. То есть да, то есть это, конечно, опять же, очень много на самом деле кейсов разных успешных, да, можно продолжать. Но таких громких, опять же, кто-то предпочитает быть непубличным, кто-то предпочитает там, да, не делиться, но я считаю, что важно делиться, почему и вот 30 подкастов и есть, и пусть будет больше. Вот все шутят над тем, что скоро закончатся гости для подкастов, и подкастеры начнут друг друга звать, да. Вот надо было, кстати, сейчас, вы чтобы друг друга приглашали в гости, да, тоже интересный кейс получится. Но пусть будет больше, потому что вот у нас, у кыргызстанцев, кстати, это я не знаю, или может это такое постсоветское наследие, мы не умеем себя хвалить, да, и я помню, я даже писала рекомендательное письмо себе, и вот Данияр как раз был моим рекомендателем для стипендии Fulbright. Мне казалось, я себя так расхвалила, я прям там, да, конечно, но мы настолько вот, да, и он мне сказал, вы себя не дохвалили, да, надо еще, потому что вы на самом деле сделали больше, чем вы написали, да. И я когда поехала в Штаты, я поняла, потому что у них там все excellent, outstanding, да, там extra performer, да, вот такие очень такие созвучные эпитеты, которые мы здесь такие, да, ну, мы себя так не называем, да. Да, мы в этом плане, типа, да, у нас же и даже культурные какие-то такие вещи есть, да, что, типа, там, не перехвалить, потому что там, да, там, как говорят, мақтаған қыз тойдан осурат, да, вот такие у нас пословицы, представляете, установки такие. Мы очень часто сильно ругаем, когда кто-то споткнулся, да, за косяки мы прям супер громко наваливаемся, а когда какие-то классные достижения, мы не хвалим настолько, сколько должны. Нужно перехваливать, я считаю, потому что, опять же, да, кейсы, вот, да, чем больше их будет, тем круче. То есть это не должно становиться нормой. Вот мы должны каждый успех, и вот такой прям, да, прям хлопать, я не знаю, там, да, делиться и все, и везде, и вот в этом плане мне нравится наше сообщество креативное, потому что, может быть, из-за того, что мы все в разных секторах, у нас нет такой конкурентности, да, и все друг друга очень поддерживают. Даже вот фестиваль, да, все вот ивенты, которые мы там все поделились в соцсетях, другими ивентами. То, что вы, подкастеры, да, собрались там, да, и сделали там, по сути, на чужой платформе, вы приходите и делаете, да, это говорит о чем? Это говорит о том, что может быть, я студентам тоже говорю, может быть, коммерчески вы все будете конкурентами, но идеологически вы партнеры, потому что одно дело вы один будете грести лодку там, под названием «Подкасты Кыргызстана», а другое дело вас 30 человек гребет, да, это совершенно другая энергия. Поэтому в этом плане, мне кажется, вот это вот и есть сила объединения. Да, она есть, и я могу что обозначить. Когда я снимаю «Мурас» подкаст, мне всегда поддержку дают и Джаратман подкаст, и Лайтс подкаст, Нахта подкаст. Да. И мы друг друга знаем, общаемся, и вот я ни разу не чувствовал, что у нас какая-то конкурентная среда. Ну, то есть я вот реально ни разу не чувствовал. Там, например, я у Урмата могу попросить, там, дай статистику, покажи статистику. Он мне показывает без проблем. То есть мы делимся информацией, где-то какими-то фишками. У нас это как-то более по-родственному, как будто там
агайни, короче, Да, там, да, да. такой, Но это акаука тоже там. феномен кыргызского общества, вот умение сплотиться, вот даже в трудную минуту, да, вот у нас были там баткенские события, у нас был ковид, люди просто шли, да, вот и волонтерили, хотя там это был риск риск для их жизни, да, то есть здесь, мне кажется, нужно будет потом какие-то там исследовательские научные работы делать, потому как вот феномен кыргызского общества в целом, как так получилось, что мы вот такие. Ну, я думаю, еще, наверное, лет 20, когда мы скажем, что получилось. Надеюсь, Да. да. Ну, то есть я точно в это верю. Я думаю, только дело, как бы, нужно какие-то вещи пережить, какие-то вещи нужно принять, изменить, но в любом случае мы идем в правильном направлении. Каждый раз мы растем, каждый раз мы что-то экспериментируем. И, конечно, мне нравится, как развивается у нас именно креативная индустрия, развивается бизнес сам по себе. И вот я хотел бы помечтать, вот мы сказали про 10 лет назад, а давайте на 10 лет вперед. Вот, например, мое видение, я думаю, что в Кыргызстане появится две силиконовые долины. Это Чуйская долина и Сыкульская долина. Я думаю, что это будет примерно как маленький Сан-Франциско, то есть маленькая силиконовая долина, которая в Калифорнии. То есть я уверен, что у нас будут супер крутые программисты, которые будут релизить, то есть вытаскивать продукты на весь мир, конкурировать с мировыми компаниями. Я уверен, что именно в этих котловинах, в Чуйской и Сыкульской области, появится именно вот такая прозрачная среда свободы для творческого потенциала. Ну, в смысле, чтобы к нам будут съезжаться там с центральноазиатских стран для того, чтобы себя реализовать. Это примерно уже реализуется здесь. Это как Ололо, это как Курултай, это вот когда-то был лофт, Да, помните, для да. дизайнеров. То С есть, этого начиналось все, на да, с самом деле. этого В лофте все начиналось. начиналось, да. Большое спасибо Эльвире Сариевой за то, что она как бы первые шаги сделала. И я думаю, что вот это все просто масштабируется до сотни тысяч людей, до целой долины. То есть если мы раньше говорили, вот есть один лофт, то мы сейчас уже говорим про парк креативных Да. индустрий, а следующий у нас будет уже Силиконовая долина. Круто. Это вот через 10 лет, это я так мечтаю, я так вижу. Я уверен, может быть, мы в 10 лет не попадем, но попадем, наверное, в 50 лет. Но я думаю, что уже через 10 лет мы увидим какие-то зачатки, либо какие-то уже результаты того, что это создается. Да. Круто. Мне А очень ваши нравится. мечты какие? Мне очень нравится ваше видение. На самом деле такой, с одной стороны, вопрос, который часто себе задаюсь, а с другой стороны, всегда так вот рефлексирую, думаю, да, 10 лет. С одной стороны, это очень много, с другой стороны, это вот так. Вы правильно говорите о том, что появится очень много, и вот то, что запуск парка креативных индустрий, это станет очень классной площадкой для того, чтобы появлялись продуктовые компании, да, потому что сейчас пока и IT-сектор, и многие там, да, там продакшн условно, это было как сервисное, да, такое больше, сервисная индустрия, но сейчас будет появляться больше продуктовых, да, и это когда идеи воплощаются, какие-то бренды, продукты, да, и уже экспортируются на весь мир, да. Кыргызстан в этом плане, конечно, идеальная платформа с точки зрения еще и, да, природных вообще, да, и в целом таких условий. Я буквально вчера рассказывала своим знакомым о том, что вот я когда была, мой первый день учебы в Америке, случился потоп и наводнение. Я просто до 5 утра мы в торговом центре сидели, потому что полностью все улицы просто превратились в реки. Вот как вот сейчас показывают, да, паводки, там вот в Дубае был, что вот такая же картина была в Нью-Йорке. У нас супер крутые климатические условия. Вы обозначили Чуйскую долину и Сыкуль, это вообще идеальное место с точки зрения вот, да, там город цифровых кочевников, это большая мечта там вот Ололо, и я в это тоже верю очень сильно, что появятся там резиденции, арт-резиденции, да, к нам будут приезжать со всего мира, у нас будут фестивали. Но мне бы очень хотелось, чтобы через 10 лет мы с мужем ездили в Лос-Анджелес, я вот тогда в Долби, вот этот театр, где Оскар проходит, я верю, что вот, да, вот у меня студенты мои, как минимум, чтобы они выиграли фестивали, да, если говорить о таких реальных кейсах. Я это уверена, что это даже не 10, это 5 лет. Наши студенты Компас-колледжа будут брать большие фестивали, да, там, венецианские, там, Оскары, дай бог, там, да, 10 лет. Или кто-то из нашей, да, вот, продакшена, да, там, 1-1 студио, это 100% это уже происходит, эти победы уже не за горами, да. С точки зрения, если говорить про бренды экспортируемые, потому что мы говорим про креативный сектор, да, но вся экономика
должна быть креативной. Это вот, да, слова президента Индонезии на форуме, которые были. Мы забываем о том, что, да, у нас есть признанные 20 индустрий креативными, но они непосредственно влияют на весь сектор. Невозможно представить компанию, да, где нет маркетолога. Маркетолог — это креативный профессионал, который бустит, да. Невозможно представить сейчас там никакую там, да, компанию без социальных сетей, а это продакшн любой, да. Куликов — это большой пример. Это пищевое производство, да, но тем не менее там столько креатива, да, который вот как раз-таки этот продукт и формируется, да. Поэтому здесь больше хочется, чтобы было брендов, как Куликов, как Шуро, которые бы экспортировались, да, не только идейно, а с точки зрения продукта. Хочется, чтобы у нас, опять же, очень много читаю тоже разных статей, появится ли в Центральной Азии единорог с точки зрения IT, возможно это или невозможно, давайте помечтаем, что будет, да, давайте помечтаем, чтобы был у нас единорог. Я думаю, в принципе, это уже реалистично, в промежутке 5-10 лет с точки зрения того, что как минимум созданные, основанные кыргызстанцами, это 100%, да, потому что мы видим кейсы, когда суперуспешные айтишники, такие как Телек Мамутов, Кайнар Камалов, возвращаются и строят свои продукты из Кыргызстана, да. Я уверена, что это даже не мечты, это в целом, в принципе, такие таргет-цели очень достижимые. Я сейчас хочу затронуть тему образования. Ну, то есть образование — это как бы очень сильно связано с креативной экономикой, с креативной индустрией. Просто на что сфокусированы наши абитуриенты, по сути, это и будет через 5-10 лет. Да. Правильно? Мы знаем, что наши абитуриенты сейчас больше поступают на IT-профессии, и сейчас потихоньку вот именно те профессии, которые у вас в Компас колледже, это дизайнеры, это архитекторы, это SMM, это мобилография, это графический дизайн и тому подобное. Вот это все развивается, но у меня вопрос возникает, а вот люди, которые выпустились, отучились на эти профессии, вот как они себя должны на рынке искать, чтобы не быть потерянными? Потому что у всех же страх такой. Ну, то есть, когда ты идешь там в более традиционные сферы, ты знаешь, куда идти стажироваться, куда подавать резюме для того, чтобы дальше работать, да? Но если ты банкир, ты идешь там в банке, да? А если ты закончила такую креативную, ну, скажем, обучаться на креативную профессию, какой твой путь, какой твой бизнес-план начать зарабатывать? Да, это очень хороший вопрос. Это вообще, наверное, идея моя, да, такой сделать пивот в своей карьере и из предпринимательства уйти в образовательный сектор. Это как раз-таки связано с тем, что, к сожалению, эта тенденция не только в Кыргызстане, во всем мире существует разрыв образования и реального сектора. Да? Все вот, есть же такая фраза: вы приходите на работу и говорят: забудьте все, что вас учили, сейчас будете учиться работать. Да? Такого быть не должно. На самом деле бизнес и образование должны в четком, плотном тандеме работать, потому что они как раз-таки заказчики, да, будущих кадров, которые они нужны. Это такая экосистема должна быть. Да? Почему Компас колледж такой активный член Ассоциации креативных индустрий? Потому что это как раз-таки, да, образование и креативный сектор. Это должна быть экосистема. Пока, да, ее на самом деле нет, пока вот это вот, да, нет такой понятной дорожной карты, такой, да, куда вот может пойти там, допустим, работать. Но это все потихоньку выстраивается, потому что люди понимают, да, это все же приходит тоже с опытом, да, методом проб и ошибок на самом деле, да. И вот мы в Компас колледж на самом деле стараемся выстроить сектор, потому что есть профессии, где высшее образование — это обязательно. Юриспруденция, да, это там медицина. Никто не говорит о том, что там, да, университетский диплом уже не нужен. Он еще как нужен. Он нужен тоже, да, где-то в инженерных профессиях, 100%. Да. Невозможно заменить пока вот, да, высшее образование в некоторых секторах экономики. Но креативный сектор, он тем и хорош, да, что он очень быстро развивается. Да. Там нужно быть очень адаптивным, очень гибким. Нужно таким быть, там, да, очень схватывать, да, изменения в технологиях. Мы вот сейчас искусственный интеллект, так это вообще там, с бешеной скоростью развивается. И поэтому для входа в эту профессию на самом деле не нужно проходить классический, да, путь дорожной карты, когда ты 18 лет школу заканчиваешь, идешь в вуз, да, и выпускаешься, в 24 начинаешь работать. Сейчас в креативной профессии, да, в 15-16 лет ребята, да, осваивают тех твердые навыки, понятные, да, они учатся учиться, потому что они понимают, что им всю жизнь придется учиться и адаптироваться. И уже потом, да, с этими навыками уже идут в бизнес и тестят там.
На самом деле, конечно же, да, это очень рискованно, потому что 18-19 лет любой бизнесмен, с одной стороны, говорит, я возьму там, он нестабильного, там, нет опыта, да, там, то есть, а с другой стороны, для бизнеса, да, это просто такой вот фонтанирующий идеями и креативом человек, который нужен любому бизнесу. Поэтому здесь, опять же, да, мне кажется, бизнесам, которые работают и в традиционном, и в креативном секторе, нужно набираться терпения и взращивать свои кадры. В образовательном секторе, к сожалению, очень плачевная ситуация. Больше 65% учителей на данный момент старше 60 лет. Это, представьте, 60 лет, через 10 лет, да, если мы не восполним сейчас, да, учителями наш образовательный сектор, то это будет коллапс в образовании. Если не создавать экосистему, не готовить специалистов, да, то не будет вот этой преемственности поколений, не будет вот этих новых идей, да. Новому поколению тоже, их тоже нужно обучать, да, их тоже нужно направлять. Где-то они, конечно, на самом деле впереди, да, вот наши студенты, я смотрю, а я многому у них учусь на самом деле, да, и поэтому здесь нужно искать, да, и вот государство тоже, да, нужно тоже развивать этот сектор, и образование, опять же, должно быть таким приоритетным, как мне кажется, если мы хотим говорить о развитии креативного сектора. А как вы относитесь ко всякого рода курсам, к вот этим инфобизнесменам, которые там продают наставничество, либо продают какой-то типа вход в профессию? Ну, то есть, насколько я понимаю, что это очень, скажем, на рынке этого много, и это покупают люди, но в чем преимущество того, что человек пойдет в университет или в колледж учиться, или же как альтернатива там купит за 30 тысяч сомов какие-то курсы? Вы знаете, я раньше очень плохо относилась к ним. Я прям злилась и говорила, что вот это просто там, да, там люди зарабатывают, да, просто так, там не дают, там, да, цена-качество не соответствует, да, но есть разные на самом деле и курсы, есть разные там инфокурсы, есть разные онлайн-площадки, да, у меня уже подход уже, наверное, после опыта работы в образовательном секторе сложился такой, что у каждого на самом деле свой путь, да, к образованию. Кому-то подходит на самом деле в целом государственная школа, да, и там классический путь, вуз, там, да, магистратура, PhD. Я сама такой путь прошла и в целом как бы считаю себя там, да, довольно-таки реализованным человеком в профессии, да, где-то даже успешным. Есть люди, которые бросили университет, да, очень много там не доучились, но сейчас крутые там, не знаю, там бизнесмены зарабатывают больше меня где-то, да, это они выбрали свой путь. Там есть люди, которые, в принципе, там, да, не обучаются вообще без образования и тоже, да, то есть здесь, опять же, нет какого-то одного рецепта, который подходит всем. Задача, опять же, образования, да, она нацелена на среднего человека, да, вот хотя бы вот школьная, она так и всегда уравняловка такой и была, да, очень много там нужно переделывать, и это тема для отдельного такого даже подкаста, но с точки зрения этих курсов, пусть они будут на самом деле, да, если они действительно повлияют, потому что кому-то, возможно, вот когда я вот говорю здесь, например, на гостевой лекции, он не услышит меня. Он услышит человека, которого он фолловит в Инстаграме, он там транслирует, да, потому что, с одной стороны, плохого они на самом деле ничего не говорят. Они говорят там, да, там, про тайм-менеджмент где-то там нужно что там, окружать себя, там, окружение свое менять. Это в если целом, про да, мотивационные, да? Если мотивационные мы говорим, такие курсы. А если говорить про селлеров ВБ, то, по сути, нигде, кроме этих курсов, он нигде не сможет этому научиться. Да, здесь опять же, да, я всегда за то, чтобы совершенствоваться. Способы бывают разные, и каждый найдет свой способ. И если человек позволяет себе, там, условно, там, да, обмануться на каких-то курсах, да, ну, это его ответственность, я считаю. Но хотя здесь тоже скользкий вопрос, я считаю, что в целом ответственность еще и человек, который такой курс производит. Поэтому здесь, да, давайте оставим, наверное, ответ таким, что каждому подходит свой путь, и образование каждое, оно выберет свой. Ну, я считаю, что преимущество колледжа в том, что у тебя есть сфокусированное время для того, чтобы изучать, это точно. То есть, когда даже вот эти инфокурсы проходишь, ты же проходишь где-то между работой и семьей, ну, где-то, ну, то есть выкраиваешь время, а когда ты учишься там в университете или в колледже, у тебя прям действительно есть время, чтобы погрузиться в материал глубоко. И второе — это сообщество. Конечно, это сообщество, то есть это те же люди, которые
нравится то, что тебе нравится, то есть которые заинтересованы развиваться именно в той индустрии, в которой ты хочешь развиваться, да. И это такая крутая конкуренция, Да. то есть видеть, как они это делают, и все это пощупать, там, я не знаю, это можно там вместе какие-то там клубы открывать, ну, и сообщество — это самая крутая Вот вещь, которая есть в высшем здесь, образовании. наверное, интернет на самом деле немножко развратил понятие образования, подменив его знаниями. Мгм. Знания можно получить везде. Вот мы сидим в библиотеке, вы прочитаете все эти книги, если, скорее всего, да, вы будете там тоже очень-очень умным. Но с другой стороны, образование можно получить только, опять же, да, в образовательном учреждении, потому что даже в Компас колледже, да, мы даем не только знания с точки зрения, передаем, точнее, да, там, или направляем студента, да, а помогаем ему наладить вот эти вот социальные связи, да, социальные связи с точки зрения научиться это делать, потому что, опять же, ну, есть курсы, есть люди, которым подходит в целом, да, научиться самому по книгам и пойти работать. Такой путь тоже есть. Есть люди, которым нужно, да, чтобы он был в сообществе, чтобы у него было, да, окружение, чтобы у него был там, да, учитель как наставник, который его обучает, чтобы он научился там, да, выстраивать взаимоотношения там со своими сверстниками, там, с будущими партнерами, будущими интервьюерами. И нужно, чтобы его в этом пути направляли, да. Поэтому здесь такого универсального одного рецепта, к сожалению, нет. Если бы, мне кажется, был, то вообще был бы мир по-другому, наверное, жил бы, да. Но здесь, мне кажется, очень важно научиться себя слышать и понять, какой путь подходит. Роль родителей очень важна, чтобы услышать ребенка и не навязывать ему там, свое видение мира, а на самом деле ему поверить. Потому что я смотрю на многих родителей у нас, здесь студентов Компас колледжа, мы называем их креаторами, да, родители на самом деле это те, которые поверили, да, в своих детей, потому что, опять же, наши дети здесь, кто учится, дизайнеры, художники, режиссеры, сценаристы, да, ну кто вот, да, вот родитель, он скажет, чтобы вот режиссером, как он будет, да, вот действительно, вот по их-то мнению, в их парадигме, это человек, который там, как он будет зарабатывать, да? Это очень, да, очень вот для них это насущный вопрос. Наши студенты в основном такие, они романтики, они верят в свою профессию, да, они горят этим всем. Вы бы видели, как наши студенты, да, свои фильмы снимали, 13-часовые, да, съемочные, они это смены проводили, да, будучи там 17-18-летними, как они там с хлопушками ездят, они кино снимают, понимаете, да? Поэтому здесь, опять же, и надо дать должное их родителям, что они верят в своих детей, да, и поддерживают в этом своем пути. Поэтому здесь, конечно же, без родителей никуда. Да, я согласен, что без родителей никуда. И вообще я очень рад, что появляются такие родители, Да. которые и вкладывают, и верят, и какой-то любовью, ну, то есть растят детей именно с любовью, да. Потому что, ну, как бы, мы же в другое время выросли, да. Я застал время, когда ребенка не взращивали как растение, да, а больше выкидывали в море, и он должен был каким-то образом сам выжить, научиться плавать, научиться Такой тоже подходит к зарабатывать. некоторым детям. Да, Видите, вы же не это знаете, как есть, да. по-другому было бы. Просто я вижу новых детей, которые выращены именно любовью, и они просто счастливее. Ну, то есть у Да. них просто улыбка. Вот просто улыбка. То есть ты такого человека, когда на улице видишь, тебе кажется, что мир меняется. Но он просто счастливый, то есть ему не нужны какие-то условия для того, чтобы быть счастливым. Ему не нужно там $1 миллион, чтобы чувствовать себя хорошо. Да. Ему не нужно там покупать какой-то Lexus для того, чтобы чувствовать себя там круче других. Ему это не надо. Ну, то есть вот он идет легко, Да. он просто счастлив. И от него вот эта вот энергия, она заражает, и вот ты думаешь, типа, когда много людей таких вот, и вот вибрации другие. Да. Я считаю, что это уже новые джаратманы, это новое поколение, которое очень сильно нас удивит. Да. Ну, мне очень повезло с этой точки зрения, да, вот я хочу отметить вклад моих родителей в становление меня как личности, ощущение уверенности в том, что человек рожден для счастья, что Вселенная полна, что вот каждый человек найдет место под солнцем. Это вот фраза моих родителей, да, то есть каждый человек важен, каждый человек нужен, да, и все получится. То есть мне родители с детства ставили установку, что нет такого, да, там, чего я не смогу. Вот это вот все очень берет корнями, идет из семьи, поэтому здесь, да, вот огромная благодарность моим родителям, которые я вот сейчас уже, будучи в осознанном возрасте, понимаю, как это было сложно сделать в 90-е, да, поэтому здесь очень многое зависит от родителей в том числе. Насколько вы, да,
вкладываете любовь, безусловно, вот эту любовь, потому что она потом вырастет, да, в такую уверенность в том, что и вот это позитивное видение вещей, да, мироощущение позитивное, что на самом деле очень-очень важно. А вы можете объяснить вот формулу любви к родине? Ну, то есть я имею в виду, вот мы это друг в друге видим, понимаем, чувствуем. Ну, а как это логически объяснить? Почему вот нас вот пронизывает вот это вот чувство? Ну, то есть Ой, у меня аж мурашки по почему коже. мы не уезжаем, и мы хотим вкладывать любовь, энергию, силу для того, чтобы развивать именно эту страну? Вот можете как-то Другой же объяснить? у нас нет. Ну вот Другой опять нет? же, да, вот для меня, у меня вот я всегда задаюсь этим вопросом, у меня был шанс условно остаться в Штатах, да, у меня была прекрасная работа, страховка, да, вот это то, что там важно там за рубежом, да, но вот это вот чувство гражданской самоосознанности, и самоотверженности, да, и любви к стране, оно, мне кажется, где-то генетически передается, потому что мои там там Таэта, Аташка, да, там мои родители, они люди, которые тоже помимо своей основной задачи, когда на работе, всегда делали экстра для народа, да. В подростковом возрасте мы ездили к бабушке всегда, и мы потом поехали туда наверх, вот Ахсайские такие, и там вот горная река. И мы так и вот попили водички из нее, и вот, знаете, я впервые почувствовала вот запах воды, бывает же, вот такая горная река, она такая обогащенная кислородом. Я попила воду, и я вот до сих пор помню то ощущение. Это 20 лет прошло, но вот такое вот привязка к корням, к родине, к своей земле, да, это, я не знаю, как это описать, почему это так, я не знаю, почему у других не так бывает, да, потому что я не знаю, как по-другому. Я вот когда встречаю людей, которые так же любят Кыргызстан, как я люблю, у меня возникает такое магическое, теплое Да, да, ощущение. классно. И вот оно такое мистическое. То есть оно такое... я вот чувствую, что этот человек так же умрет за страну, как я хочу умереть. То есть он сделает то же самое на максимум, что я хочу сделать. Да? И вот такая вот, ну, как бывает же там синергия вибраций. Да. Ну, когда волны ты вот это ощущаешь, и тебе так тепло, ты не один, и ты таких людей как будто бы давно знал. Ну, то есть не так, что ты вот сейчас познакомился, а ты познакомился 5 лет назад, но, ну, то есть 5 минут назад, а как будто знаешь вот 30 лет, и, может быть, даже больше лет. Да. Да. И вот такое ощущение, оно вот очень такое приятное, оно вдохновляющее. Мне вот порой кажется, что вот когда я таких людей встречаю, такое чувство, что это одни и те же люди со времен Манаса, Кырчоро и Манас, вот, типа, одна и та же движуха, просто вот они как-то перерождаются, и новые люди те же функции выполняют, и вот они каждый раз собираются, там, фестивали проводят, либо государство строят, либо там, ну, на каждом этапе что-то новое делают, но они как будто друг друга знают, и так ощущают, и это история, которая циклично повторяется на протяжении, там, тысячелетий, да. И вообще вот это наше стремление каким-то образом улучшить мир вокруг нас, это большого стоит. Ну, то есть это дорогого стоит, это нужно ценить. Да. Это друг друга прям нужно ценить, И поддерживать. поддерживать, да, И это очень никогда важно. не бояться похвалить за какие-то успехи. Никогда не бояться там помочь, ну, то есть предложить помощь. Вау, ты классно делаешь. Да. Давай я тебе помогу. Хочешь, я тебе помогу? Я думаю, на этой ноте мы можем закончить. Да. Я хотел бы Очень жаль, что мы призвать, заканчиваем. призвать людей создавать этот Джаратман Кыргызстан, быть джаратманами, ценить джаратманов. Я думаю, что мы точно, у нас будет несколько, ну то есть, по крайней мере, 2, как я мечтаю, Силиконовой долины в Чуйской и Сакуйской области. И потихоньку мы будем стремиться, чтобы Джаратман Кыргызстан был великой, крутой страной.